Всем добрый день, меня зовут Раиса Зубарева, вы на канале Движение за независимость Саха. И, как обычно, очень прошу всех тех, кто смотрит наш канал, поставьте, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте, пожалуйста, лайк этому и другим видео, прокомментируйте. Это очень поможет в продвижении нашего канала на YouTube. Спасибо вам большое. И я начинаю. В Саха из-за отсутствия авиации 6 дней не могли похоронить 8-летнюю девочку. Малышка трагически погибла в селе Юкагир. Родители не могли захоронить малышку, потому что судебные эксперты из-за отмены авиарейсов почти неделю не могли попасть в село. Такие дела в Золотоалмазном крае. Наши соболезнования родным. Вот это вот печальная новость, очень такая трагическая, да. Она, вы знаете, стала символом сегодняшнего дня. Я сегодня записываю видео, это суббота, 27 сентября. И сегодня в республике отмечается День государственности. Ну вот он так скромно его назвали, да, Днем государственности. То есть это вообще праздник непонятно о чем. Что такое государственность, не очень понятно, да. Или это государство, или это институты какие-то, которые в этом государстве работают. Если это государство, то какое это государство? Да? Если это институты, то какие это институты? Вообще непонятно, о чем праздник. До 2009 года, ну, может быть, еще немножко позже, мы отмечали этот праздник как День суверенитета Республики Саха, День независимости, да, Республики Саха. Сегодня его, конечно, очень так стыдливо называют Днем государственности. Но и вот в связи с этой трагической, значит, новостью из села Юкагир, я думаю о том, что чувствует сейчас, как чувствует себя семья этой девочки. 35 лет прошло со дня объявления Республикой Саха своей независимости. За 35 лет ни одно правительство, ни один глава республики, ни один президент не удосужился построить дорогу до села Юкагир для того, чтобы совершенно спокойно можно было приехать сейчас следователю, судмедэксперту, для того, чтобы, или хотя бы для того, чтобы эта семья совершенно спокойно смогла вывести тело погибшего ребенка своего в морг. Пусть даже он находится в Верхоянске, в Верхоянском улусе, далеко, но и тем не менее. Они даже этого сделать не могут. И дорог у них нет, наземным транспортом они не могут вывести тело ребенка. Уже целую неделю они не могут предать земле тело погибшего человека, родного. И значит, воздушным транспортом они тоже этого сделать не могут, потому что полярные авиалинии, как мы знаем, приостановили свою работу внутри Республики Саха, потому что республиканский бюджет не заплатил им за их работу. Субсидированные билеты им не были оплачены. Когда они оплатятся, тоже неизвестно. Когда возобновятся полеты, неизвестно. Вот в такой ситуации мы, жители Республики Саха, к такой ситуации пришли через 35 лет после объявления суверенитета. Я сейчас это говорю не потому, что суверенитет – это плохо. Да? Суверенитет, наоборот, это хорошо. Просто за все это время, за то время, как Путин пришел к власти, мы перестали быть суверенным независимым государством. И что хуже всего, никто за нашу независимость не боролся. К чему, давайте мы посмотрим, к чему мы пришли за 35 лет. Республика Саха сейчас находится по качеству жизни на 70-м месте. У Республики Саха долг перед Российской Федерацией больше 50 миллиардов рублей. Это при том, что они, власти республики, каждый раз заявляют, что вот, ну, последнее было заявление, что ВРП, валовый республиканский продукт, у нас превышает 2 триллиона рублей.
То есть Республика Саха, да, при таких долгах является, при таких доходах, то есть, да, является высокодотационным регионом, высокодотационным объектом Российской Федерации. За 35 лет мы пришли к тому, что не построены дороги в отдаленные наслега, в отдаленные улусы. За 35 лет мы пришли к тому, что система ЖКХ абсолютно на 90% прогнила. Да, мы пришли, вот еще раз повторю, к такому нищенскому существованию. Мы пришли к тому, что огромное количество людей, никогда такого не было. Вот только при этой власти, при Арсении Николаеве, при Путине, огромное количество людей уехало из Республики Саха и вообще из России выехало. Мы пришли к тому, что уже больше 3 лет продолжается геноцид нашего народа. И никто не дает никаких цифр. Ни сколько людей погибло на войне в Украине, ни сколько людей пропало без вести. Никто никогда не расскажет, при этой власти, сколько людей стало инвалидами. К сегодняшнему дню, 2025 год, 27 сентября, какая у нас ситуация наблюдается? У нас не хватает, абсолютно крайне не хватает в улусах врачей, учителей, людей с инженерным образованием. И еще планируется сокращение бюджетников, бюджетных работников. И помимо этого, сейчас мы наблюдаем невыплаты зарплат и скрытую безработицу. Это когда людей отправляют в неоплачиваемые отпуски. Республика нищая. Все, что было обещано построить, не построено. Сегодня, 27 сентября, было обещано открытие этого несчастного Алан-Холленда, который, конечно же, так и не открылся, потому что он недостроен. В 25 году, опять же, я возвращаюсь к этому несъеденному галстуку, да, все об этом говорят, все об этом пишут. В 25 году было обещано построить Ленский мост. Он не построен. Окончание строительства перенесли на 27 год. Да вообще не важно. Хоть на 40-й перенесите, вы все равно его не достроите при этой власти. При той ситуации, когда все деньги уходят на войну. Сегодня мы пришли к тому, что нет свободных независимых СМИ в Республике Саха. А человек, который открыто заявил о своей антивоенной позиции, журналист, сидит в тюрьме по сейчас ее судят, Саша Александрова, по экстремистской статье. Мы пришли к тому, что у нас подвергается принудительному лечению шаман Александр Габышев. Вот к этому мы пришли в составе Российской Федерации. И все это произошло при молчаливом согласии Штырова в 2009 году, когда они сдали наш суверенитет, вычеркнули его из всех документов. Сейчас это слово суверенитет, оно вообще не произносится. Потому что все те, кто говорят о суверенитете и независимости, автоматически расцениваются как сепаратисты. Люди, которые хотят отделения от от Российской Федерации. Ничего плохого, если они слово сепаратизм определяют как некое негативное слово, да, я хочу сказать, что ничего плохого в этом случае в слове сепаратизм нет. Да, нам нужна независимость. К сожалению, за эти 35 лет никто не боролся за настоящую независимость нашей Республики Саха. Поэтому сегодня пожинаем такие плоды. Сегодня в составе Российской Федерации
находясь в составе Российской Федерации, мы пришли к тому, что людей, которые говорят о независимости, объявляют не просто сепаратистами, а экстремистами. Никита Андреев, председатель Комитета независимости Саха, на днях был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Я уже не буду говорить о том, что я туда внесена, о том, что Владислав Амосов туда внесен. К 35-летию, значит, Дня независимости мы пришли вот к этому. И дети наши используются, эксплуатируются в пропагандистских целях. Вот к этому мы пришли, к 35-летию объявления независимости Республики Саха. Очень грустный праздник на самом деле. Так же, как 27 апреля, День автономии, все, значит, очень массово празднуют его. На самом деле это праздник, на мой взгляд, белых колониалистов, когда они нас насильственным образом присоединили к своему тогда еще советскому государству. Дали, дескать, нам автономию. Без нашего согласия порезали наши земли и отдали их. Это есть праздник белого колониализма. Сейчас мы празднуем свою политическую импотенцию. Один единственный ролик, который порадовал на этой неделе, это поздравление с Днем суверенитета от группы «Номад». Это те саха, которые сейчас воюют в Украине, на стороне Украины, против агрессивной Российской империи. Уруй Айхал. 27 сентября 35 лет тому назад наша республика Саха объявила о государственном суверенитете. Прошли годы, и сегодня Саха снова переживает переломный момент своей истории. На страшной развязанной Москвой войне в 10 тысячах километрах от родины Кремль уничтожает лучших сыновей Саха в мясных штурмах. У нашего народа простой выбор. Либо погибнуть в жерновах Российской империи, либо наполнить эту декларацию о государственности реальным смыслом и громко заявить, что интересы Саха на первом месте. С Днем государственности Саха! Становитесь с нами плечом к плечу, объединяйтесь, и тогда в каждом доме нашей республики будет царить мир, любовь и согласие. И гарантом этого должно стать независимое, богатое наше государство. Эйлях болым, дурубой болым, жалу соргуну, сайдыны, үрдік чепчалары, уруй туску.